путь в новый яркий мир приключений теперь свободен. Трудности превращаются в приключения, а опасность становится драйвом, когда с вами надежный спутник. С вездеходом «Тингер» открываются новые пути к цели, а проторенные дороги вызывают скуку. Все то, что раньше заставило бы вас развернуться, перестает быть проблемой. Вездеход «Тингер». Свой путь к цели. 18 сентября. Еду на вечернюю рыбалку на пару часов. Сейчас уже время половина четвертого. Недалеко от села выехал, где обычно рыбачил, уже несколько раз показывал тоже видео. Вот там и посижу с удочкой. Еду один сегодня. Одиночная рыбалка такая будет, пробная, осенняя. Давно уже тоже не был на рыбалке. Вчера шел дождь, сильный дождь был, и до утра, наверное, где-то шел дождь. Но не знаю, повлияет, нет на это на рыбалку. После дождя обычно рыба активная, клюет, но вода еще, как мы видим, мелкая, не прибывает. Пару сантиметров, может, пришла вода, а так незаметно еще. Вот я сейчас еду и думаю, куда бы остановиться. Налево поехать или направо. Фиг знает. Ветер сегодня южный и, наверное, прямо сейчас съездим, посмотрим на сперва место там. Вот развилка тут, видите ли. Вот развилка. Можно налево проехать и направо. Вот сейчас съездим, давайте направо, там посмотрим место тоже. Новое место, новая рыбалка там должна быть. Но если не понравится, обратно поедем. И тут тоже развилка, вон, смотрите. Здесь тоже направо, там дорога, и там село наше, а там тоже красота. Здесь посмотрим сперва место. Южный ветер, и ветер на нас будет дуть. Тоже не так приятно, прохладно. Я бушлат с собой взял, бушлат и одет тоже кофта по-теплому. Как красиво сейчас осенью. Наконец-то золотая пора, моя пора пришла. Люблю я осень больше всего. Так, глянем сейчас здесь место посмотрим. Так. Да, как и говорил, дует. Так, не понял. И тут тоже дорога. В принципе, натоптали, не дорога, а натоптали. Здесь луг. И можно, в принципе, здесь, туда подняться. Интересно, тут глубина какая. Боже мой, как все пересохло. Ой-ой-ой. Ой, беда-беда. Интересно, тут глубина какая. Смотрите, какой пляж. В прошлом году мы с Никитой там повыше на поплавок много раз ходили, рыбачили, и этого пляжа ничего не было. И не думает вода прибывать. Самое главное угадать с местом, и получится рыбалка, хоть какая она получится. Там наше село за поворотом. Вот. Обычно я зимой вот на Буране вот на этот поворот частенько приезжаю. Так, тут течение, там мелко, совсем мелко. Воды вообще нету. Так, а тут что? Не река, а фиг знаешь что. Не знаю, где остановиться. Так, ветер даже юго-восточный, самый
Может туда съездить. Сейчас, наверное, туда съезжу. Лодка. Это на переход. Там озеро и уток, наверное, гоняет. Вон подранок вижу. Ага, это подранок, ребят. Видели? Турунчеж. Как же он турунчеж-то? Опа. Все, дергается, рука хотел фотографию сделать. Я вообще потерял. Ну, этот. Чернить ли, фиг знает. Вот такая в Якутии долбят, их очень много тоже стреляют. Но это факт, что подранок вон пьет воду. Глаза такие желтые. Нос такой пепельного цвета. Или в шею он что-то подранился. Что-то голову поднимает. О. И поплыл. Поплыла утка. Так, ну что тут? Лодка. Заброшена. Ну, вчера ливень такой шел. Вот, может, из-за этого тут, как сказать, вода. Ну, видно, что вода, лодка воду не пропускает. Держит воду. И один упруг. Интересный, так быстро так можно сделать. Ну, скажем, на скорую руку такие лодки. И перейти речку или же закинуть снасти какие. Все, утка там затаила, а вон еще ходит, плавает. Нет, с ружьем подстрелят, а я без ружья. Так, ладненько. Сейчас буду пока с местом разберусь, потом уже буду, наверное, включаться. Так, короче, ребят, я решил вниз поехать, ну, ниже по течению. Вон там, вот до туда, до поворота. Не знаю, только вот на, как сказать, обычно охотники тоже вечерком приходят сюда, уток стреляют на перелетах. Не люблю, когда ходят возле меня. А деревня там, вот такой круг через Алексеевку приходится сделать, чтобы доехать, где вот более-менее глубже места. Ну и тут дорога есть, в принципе. Тут дорога есть. Здесь, там, на дальше, опа, дальше там сенокос. И съездим. Мы от этого ничего не теряем. Так, ну да, какая-то дорога есть. Так, мост раньше там чуть правее было. Так, тут тоже весной хороша лужа. Не знаю, там, наверное, чуть-чуть даже маленькая лужа, но, в принципе, есть тоже. Карасинова наводится. Маленькая, небольшая. Опа. Что я быстро, наверное, еду. Так, остановился. Глянем тут, какое место. Место травы. Там тоже травы вон. Смотрите, травы. Ветер. Но если подумать, в принципе, хорошее место. Здесь течение идет. Наверное, здесь и попробую. Может, кто попадет. Можно там чуть выше. Там возле куста тоже порыбачить. И тут, я думаю, глубоко. Так. Ну да. Вот тут, наверное, я остановлюсь. Попробую здесь порыбачить. Так, для начала, наверное, поставлю. Я сейчас прикормил там. Прикормку так закинул. И все. И сейчас попробую на доночную снасть. Здесь, наверное, глубина все равно не мелкая. И если кто-нибудь, у
кого-нибудь поймаем, значит уже будем... Значит уже будем рыбачить можно и на обычный поплавок. Ребят, была поклевка и ну не активно, но клюет. Вот смотрите, у меня какой крючок был, крупный, большой. И решил поменять на поменьше. Вот такой крючок. Не знаю, видно, нет там. Приблизить тоже. И получается, ну, самое главное, я пошел на рыбалку. Ящик с собой, с рыболовными снастями. А самое главное, крючки у меня нету. Я забыл. И сейчас уже взял с доночной снасти. У меня тут готовая доночная снасть. Вот оттуда я взял один крючок. Поменяю, попробую. Самое главное, что рыба хоть клюнула за, ну, где-то минут 15, наверное, посидел. Камера была выключена. Сейчас посмотрим, может еще что-то клюнет. Новый крючок, новая надежда. Как-то так. Ну, 3 опарыша, думаю, хватит пока первоначально. Вот так вот. Сейчас крючок хоть более-менее, но леска толстая. Есть. Опа. Плотва, ребят. Первая плотва. Долго, конечно, поддергивала, но я его перехитрил. Отлично. Первый улов. Есть. Вон он. Елец. Хорошо. Пока не так крупная, но рыба подошла. Доночная снасть рулит. Ух, какие поклевочки. Вон он. Плотва. Проглотил, конечно, он. Смело могу показать. Он как глотанул так серьезно. Сейчас смело могу сказать, что уже рыба подошла. Прикормка работает. Только успевай дергать. Еще добавлю вот именно добавлю я старые опарыши не уберу. Дополнительно еще добавлю. И такой пучок. Скользящий груз у меня. Скользящий груз. И тут еще вот дробинка. Вот такая снасть. Ну, поклевки пошли. Что-то дергает, но оставляет. Что-то не нравится. О, какие серьезные поклевки. Закинешь и сразу дергает. О, есть. Опа. Опаньки. Плотвичка. Плотвичка, ребят. Тоже за нижнюю губу зацепилась. Опа, есть.
Ну, покрупнее даже. Даже покрупнее сейчас пошла рыба. Ну, поклевки, блин. О, бля. И зацеп, ёпт. Ох, как же так. За эту палку, за рогатину, блин, зацепилась леска. И что-то вроде как нормально тоже была рыба. Надо же. О, опять есть. О, блин. Короче, ребят, у меня камера была выключена. Вот еще одна плотва попалась. И глаза у него какие-то бледноватые. Вон, смотрите. Обычно красные глаза у плотвы. Ярко-красные, а у этого бледные. Ну, держится возле травы, может, из-за этого по цвету водоема тоже. И сама какая-то вот светлая. Такой интересная плотва. Вот он. Как говорил по телефону, блин, плотвичка подошла. Такие дела, ребят. Очередная плотва, а я там болтаю по телефону. Моментально поклевки. Все резко так получается. Ничего не успеваю там в сторону даже поглядеть. Дергает, но, конечно, мало попадаю. Вон, смотрите, вот сразу вот закинул и... Ты смотри, блин, вон он. Вот он. Опа, и ушел. Ушла плотва, ребята. Не такая плохая уж была, но не наша. Еле зацепляется он опять. Сразу. Еле зацепляется. Но этот чуть меньше, конечно. Этот перед этим более-менее крупная была. Но пока тоже буду брать. Пока все берем. Давно уже свежей рыбы не ели. Надо. Так. Как же она закрутилась, намутилась там. Одно неудобство от такой снасти, когда поплавок путается. Сейчас вот закинул, наверное, думаю, сразу тоже поклевки пойдут. О, смотрите, буквально за несколько секунд сразу. Чувствовал, как он тащил. Когда в руках держишь удочку, чувствуешь рыбу. Есть. Вон он. 5 плотва. Что-то ельцы не попадаются сегодня. 2 штуки только вот попалось и все. Одного размера плотва только идет. Ах, блин. Опять опоздал. Елец. Елец, ребята. Пока там настраивал удочку, поплавок. Елец попался. Долгожданчик вот такой. О, есть. Есть он, есть. Опа. Елец. Видели, как серьезно он сопротивлялся, блин. Хотя средних размеров, но, конечно, елец он мускулистый. Вон он. Ты смотри, что делает. Почерк плотвы резко дергает. Ладно, ребята, я пока удочку тут оставлю. Надо мне
одеться. Чуть-чуть я начал мерзнуть. Пока все здесь оставим. Так, поднимемся к машине и оденем куртку. Бушлат, то есть спецовки там. Холодно на улице становится. Вечереет. Сейчас пока не скимнело, еще порыбачу и будем закругляться. Прохладно действительно, блин, очень запах осени уже чувствуется. Видели, какая красота, ребят? Смотрите, вот. Все уже зарастает. Все уже зарастает. Здесь вот на том берегу, вот это здесь был гидросъем. А там вот, что вот березы на том берегу, вот более зеленовато березы, сосны новые, молодняк. Это там был гидросъем. Ну, заготавливали всю зиму, туда возили лес. И там рабочие заготавливали лес. И здесь вот, где вот это желтый песок, вот здесь были бунты. И весной это все сплавлялось. И здесь был гидросъем. И ниже там еще за поворотом 2 гидросъема здесь было. Здесь тоже переправа была. Ледник, ну, зимняя переправа, лесовозы тут с первой избушки, со стороны первой избы лес рубили и здесь переезжали, я помню еще это, переезжали и здесь вот выгружали обычными мазами, там хлыстовые вывозка была, лес вывозили. Вот это дубак. Надо одеть куртку. О, тепло. На УАЗике еще от двигателя тепло идет. И шапку еще надо одеть. В общем, такие дела. Сейчас вот прохладно, а машкара сейчас начала вот куда-то, ну, выходила машкара сейчас. И сразу моментально стали рыба начала плескаться. Много всплесков было, и здесь вот в этом месте, наверное, окунь, я как думаю, потому что он такой хороший всплеск был. Я не знаю, почему я сюда не остановился рыбачить, чуть пониже встал. Но здесь всплеск, конечно, капитально хороший был. Вот, смотрите, тропинка. Это у охотников. Ну, охотник каждое утро сейчас начнут бродить вот тут. Каждое утро. Без выходных. Без выходных здесь будут дежурить. Вот тут, вон, смотрите, стояли. Ну и тут, в принципе, тоже вот для рыбалки хорошее место. Вот смотрите. Тишина. Там тоже ивы растут. Трава. Коряги. Я думаю, здесь несколько окушков точно сидит. А там дальше, там уже невозможно, там крутой берег, очень крутой, ну прям, блин, вообще прямой берег. И невозможно, чтобы, ну если только очень постараться и зимней блесной поддергать, там окушка поймать. А там у меня вон удочка, смотрите. Вон. Что-то на поплавок пробовал, нифига не получается. Вон, поплавок стоит. Там течение. Течение ниже, там можно было тоже рыбачить. Но дофига здесь, вот этот берег полностью глубокий. А там мелководье, и я зимой там обычно вот вон на тех, возле тех трав, вон трава. Вот возле них, вот там, тут пониже. Обычно я зимой вот рыбачу. Вот так. А там уже Нившера, наше село. Река тоже Нившера. Много раз спрашивают, на какой реке я рыбачу. Если возле села, значит, это река Нившера. А таежные реки, название таежных рек и куда поднимается Щомга, вот спрашивают, я это никому не говорю. Рекламировать ничего не буду.
Вот такие делишки. Опять что-то звонят. Так. И вот была бы здесь, вот скажем, дорога до сюда, чтобы доехать напрямик на мотик или еще. Но это невозможно. Здесь только сюда, чтобы доехать. И дорога еще дальше едет. Только круг такой делать. Вот 3 километра до Алексеевки, потом возле реки и вот до сюда такой круг делаем. Ну и дубак сегодня. Прохладно. Сейчас надо одеть еще теплую шапку у меня в ящике, наверное. Сейчас комментарий тоже был. Комментарий был насчет ящика, предложение. Ну, я, конечно, как сказать, много, это же из нашего села, там 2 человека сделали ящик из морозильника. Но он клюет поклевки. Ну, не перестает все время, вон, смотрите, как клюет. Дергает только в путь. Может, там сидит рыба, а может нет. Но можно, говорит, ящик сделать из морозильной камеры. Там морозильная камера нержавейка. Я это знаю. В принципе, мне показывали такой ящик. Но много дырок там, много дырок и не герметичный. Первое, что я там заметил. И когда уже готовый сделали, ящик мне показали, он получился не такой легкий. Хотя материал из нержавейки, наверное, или алюминий, наверное, алюминий. А вот такой ящик из пластика. Вот сколько лет я уже этим пользуюсь, ребята. Сколько лет. Вот лукойловский ящик, наверное, 20-литровый, канистра. И в дожди, в слякоти, в наледь, когда зимой там на льду там вода глубокая, в пол ящика в воде, без проблем, никаких проблем нету. Скажем, обледенеет ящик, обледенеет, вот этот ящик обледенеет, там буквально там солнце попадет и сразу отходит лед моментально. И такой пластик, этот пластик, что не лопается, но трещин не дает, дергает опять. Вот так. Ну, остается время, конечно, до темна еще где-то минут 40 и начнет уже темнеть. Ну, когда уже в сумерки там поплавок хреново видно и долго рыбачить не буду. Также у меня вторая удочка. Там поплавок что-то я пробовал, и течение идет, и когда крючок вот по течению плюет, рыба не берет. Там 2 раза она клеванула и все. Вообще. Вот так. Ну, этот ящик я уже показывал 100 раз. И как сказать, уже много болтать не буду про этот ящик. Кому интересно, там ящик, наверное, рыболовный своими руками я сделал, или я не знаю. Вот такая шапка. Опа, невидимка. Фу. Холодно, ребят, на улице становится. Непривычно. Первые прохладные дни. Так, ждем уже. Через месяц уже пойдет снег, первый снегопад будет. Сегодня 18 или какое число я говорил? Числа 14 октября уже снегопад будет. Вот так. Уже охотники начали уже некоторые подниматься на охоту, на промысел. Вот он. Опа. Плотва. Что-то, ребята, вообще тишина у меня. Вообще перестала клевать. Поклевки так редкие. И на речке много всплесков. Рыба
кормится этим машкарами и вообще что плюет по речке. Поклевки перестали, все, нету. Не клюет. Наверное, уже скоро буду собраться. Потому что нет-нет, да, сейчас резко будет темнеть. В принципе, на жаркое мы поймали. Отличное жаркое получится, свежая рыба. Ну, еще чуток посижу и буду собираться. Ребят, я уже завел УАЗик, там немножко поработает и поеду уже обратно домой. Рыбалка закончилась. Порыбачил, наловил на жаркое, свежее жаркое сегодня у нас будет. Хоть мелкая, но очень вкусная рыба. Плотва, ельцы несколько штук. Не рассчитывал поймать такое количество рыб. Думал, сегодня пойду без клёвья, потому что никто из знакомых не говорит, что рыба берет. И думал, на пару штук поймаю. А оказывается, если найти место, можно порыбачить и даже хороший улов поймать. Мелкие, я не отрицаю, рыба не крупная, она свежая зато. Зато очень вкусная мелкая рыба. Можно пожарить на муке или обычным растительным маслом. Ну, это по желанию уже, на кто как любит. Вот. За вечер ни одной утки не видел. Вот подранка видели еще, ни одного перелета. Так что завтра на утки утром перелет. Но перелета практически нету. Охотники, кто ходит, знакомые тоже. Вот я общаюсь и говорят, за утро только одна партия пролетает и все. Уток нету. Так что на севере еще тепло. Из-за этого, наверное, перелетов нету. И точно не могу сказать, когда я схожу на утиную охоту. Хочется уже тоже пострелять в лед и постоять там, как сказать, после армии я не пропускал ни одного утра. Каждый день с утра я выходил к речке и стрелял уток. А сейчас утиные перелеты не такие, как раньше были. Сейчас утки, не знаю, может еще будет, все может быть. Вот так. Ну ладно, рыбалку видели, все показал, поснимал. Не знаю, что там. И уже добавлять ничего не буду. В общем, возвращаюсь домой. Всем пока. Лампочка зарядки еще, ребят, горит. Я причину так и не нашел. Ну и в принципе тоже не разряжается аккумулятор от этого. Зарядка идет, все идет. А где-то какое-то замыкание, наверное, есть. Фиг знает, где причина.